Не чувствуете, чем пахнет? Свободой кто-то говорит. Последнее время, мне кажется, года с 20-го, один и тот же запах. Пахнет большим кризисом. Ребят, пахнет большим кризисом. И все только становится больше и больше. И я сегодня не хочу ни о чем другом говорить. Я буду снова говорить о моем драгоценном человеке Божьем, который мне очень нравится в Библии, это царь Давид. Царь Давид, моя проповедь сегодня называется «Царь Давид и кризис». Царь Давид и кризис. Я хотел бы, чтобы мы открыли одно место Писания. Сегодня будет несколько, конечно, мест Писаний, но это то, с чего мы начнем. Первая книга Царств, 23 глава. С 1 стиха я читаю. «Когда Давиду сказали, послушай, филистимляне воюют против города Киилы и грабят Гумна, он вопросил Господа, пойти ли мне и напасть ли на этих филистимлян? Господь ответил ему, пойди, напади на филистимлян и спаси Киилу. Но люди Давида сказали ему, мы боимся даже здесь, в Иудее. Что же будет, если мы двинемся в Киилу против войск филистимлян? Давид еще раз вопросил Господа, и Господь ответил ему, спустись в Киилу, потому что я отдаю филистимлян в твои руки. И Давид со своими людьми пришел в Киилу, сразился с филистимлянами и увел их скот. Он нанес филистимлянам тяжелые потери и спас жителей Киилы. Авиафар, сын Ахимелеха, принес с собой эфод, когда прибежал к Давиду в Киилу. Саулу донесли, что Давид пришел в Киилу, и он сказал, Бог отдал его мне, ведь Давид сам запер себя, войдя в город с воротами и засовами. И Саул созвал для битвы весь народ, чтобы сойти в Киилу и осадить в нем Давида вместе с его людьми. Когда Давид узнал, что Саул задумал против него зло, он сказал священнику Авиафару, принеси эфод. Давид сказал, о Господь, Бог Израиля, твой слуга услышал, что Саул собирается прийти в Киилу и разорить город из-за меня. Выдадут ли меня ему жители Киилы? Придет ли сюда Саул, как слышал твой слуга? Господи, Бог Израиля, молю тебя, скажи твоему слуге. Господь ответил, придет. Давид спросил опять, выдадут ли ему жители Киилы меня и моих людей? Господь ответил, выдадут. Давид и его люди, которых было около 600 человек, покинули Киилу и скитались где могли. Когда Саулу донесли, что Давид убежал из Киилы, он отменил поход. Друзья, царь Давид, наш драгоценный персонаж, библейский персонаж, у которого, я верю, мы чему-то учимся. И этот человек, Библия описывает историю его жизни. Этот человек, куда бы ни приходил, везде начинался кризис. И даже не так. Скорее, даже не так. В то время, когда начинался кризис, везде появлялся Давид. Это был такой один из самых, наверное, уникальных людей. Сегодня бы его назвали кризис-менеджер. Он всегда появлялся там, где кризис. Голиаф, там Давид. Беда в Израиле, там Давид. Ограбили какой-то город, там Давид. Этот человек был в тех местах, где нужно было принимать какое-то решение. Друзья, наша жизнь – это не одно большое путешествие на парусах Божьей благодати и любви, под какими-то красными парусами любви, усеянная лепестками роз. Наша жизнь – это когда один кризис заканчивается, а другой кризис начинается. Согласны вы со мной? Ой, страшно. Я согласен, страшно. Хочется вот просто жить в какой-то стабильности. Но, друзья, вот я уверовал в 93-м году. Стабильность мне с того времени только снится. И я однажды услышал от одного проповедника, стабильность будет на небе, брат.
Здесь у нас время, когда мы должны учиться проходить определенные вызовы, учиться отвечать на эти вызовы. И у Давида мы можем этому научиться. Какое было главное правило Давида, когда он сталкивался с кризисами? Кто мне может помочь? Обращаться к Богу. Это то, чего не было у Саула. Это та самая божественная привычка. Как минимум 8 раз я насчитал за историю Давида в 8 разных мест Писания, где написано, что происходил кризис, и Давид обращался к Богу. К кому обращаешься ты, когда у тебя кризис? Слава Богу за такую церковь. Я хочу быть служителем в такой церкви, где люди в кризис обращаются к Богу. Друзья, кризис – это время, когда мы растем. Кризис – это время, когда растет наша вера. Помните, Иаков говорит в 1 главе, он говорит, с радостью впадайте в различные искушения. Ну как же так, Иаков? Это страшное время. С радостью, он говорит, впадайте в различные испытания. Кто хочет с радостью впадать в испытания сегодня? Я не хочу. Я не хочу, мне нормально, у меня вот как бы что-то уже есть в жизни, что-то получилось, мне не надо никаких ненужных испытаний. Давид, Иаков говорит, с радостью впадайте, потому что что? Вера твоя растет через испытания. Вера не растет, когда все хорошо. Вера не растет, когда все само собой складывается. Вера растет, когда ты, как Давид, говоришь, принесите мне эфод. Что это значит? Эфод – это священническая одежда, которую он одевал. Он просил, чтобы приходили священники. Он просил, знаете, определенные священнические действия, чтобы ему помогли сделать. Что это такое для нас сегодня? Да это наше священнодейство, как я уже говорил, посты, молитвы. Это особенный вопли к небесам. Это особенный, знаете, это какое-то особенное отделение времени для того, чтобы с Богом соединиться и что-то услышать от Бога. Если сегодня ты человек Божий, ты принял Христа в свою жизнь, я тебе могу сказать 100%, что это твое слышать Бога. Это твое. Теперь это твой путь. Все, что тебе нужно сделать. Чем отличался Давид от Саула? Саул игнорил Бога. Саул делал так, как он делал, потому что ему казалось, что он и без Бога может. Но Давид был полностью зависим от Бога. Делай сегодня то, что делал Давид. Ищи Бога. Бог обязательно будет говорить в твою жизнь. Бог обязательно будет приносить ответы на твои кризисные ситуации, на твои обстоятельства. Спасибо тебе. Аминь. Аминь. Бог, говорящий Бог. Скажи, мой Бог, говорящий Бог. И Он обязательно тебе скажет, что тебе нужно предпринять, какие обстоятельства или как тебе преодолеть какие-то обстоятельства, которые сложились в твоей жизни. Он обязательно даст тебе ответ. Он обязательно даст тебе выход из любой ситуации. Почему я говорю сегодня? Кризис. Ребят, кризис сегодня не только в нашей стране, кризис по всему миру наступает. Кризис наступает по всему, в глобальном плане. Кризис, он идет. Он начался в 2020 году. Помните, когда нас просто взяли на полгода, закрыли? Помните? Это время, это было безумное время. Люди лишались работы, люди не понимали, как жить дальше, люди не понимали, что делать дальше. Но прошло какое-то время, и этот кризис нас чему-то научил, согласитесь? Этот кризис что-то изменил внутри нас. Когда приходит кризис, и ты этот кризис решаешь вместе с Богом, этот кризис делает тебя умнее, сильнее. И этот кризис, он счищает с тебя какие-то ненужные вещи. Я хотел бы, чтобы ты не относился со страхом к слову кризис, но чтобы ты относился с ожиданием, что есть кризис, есть ответ от Бога на эти нужды, на эти проблемы, которые возникают. Когда Давид спрашивал, придет Саул в Киилу? Придет. Придет. Господь, как мне поступать? Господь обязательно тебе скажет, придет. Да, мы иногда так пытаемся кризис решить.
Мы иногда так пытаемся Бога заставить изменить какие-то планы. Мы иногда так думаем, что молитвы и посты – это время, когда я Богом могу сманипулировать, я могу заставить Бога изменить какие-то вещи. Нет, нам нужно учиться принимать обстоятельства, которые происходят в нашей жизни, и учиться в этих обстоятельствах правильно реагировать. Правильно на эти обстоятельства реагировать. И он дальше спросил, что мне делать? Выдадут ли меня жители Киилы? Выдадут. Все, у него рождается понимание, которое приходит от Бога, с неба для него, что нужно брать быстрее своих ребят и гнать из этого города. Я хочу одно место Писания посмотреть вместе с вами. Это книга Паралипоменон, первое послание Паралипоменон, 13 глава. У нас есть на слайдах это. Вот здесь интересно, посмотрите, пожалуйста, история, которая была во времена Давида, и она описывает две эпохи. Эпоху Давида и эпоху Саула. Давайте внимательно прочтем с 1 стиха. Давид посоветовался со всеми своими полководцами, тысячниками и сотниками. Он уже царь. Уже нет Саула, уже другие вызовы, уже другие кризисы. И вот он здесь, смотрите, о чем они советуются. Он говорит всему собранию израильтян: если это угодно вам, и если есть на то воля Господа нашего Бога, то давайте пошлем повсюду известить остальных наших братьев во всех землях Израиля, а еще к священникам и левитам в города с окрестными пастбищами, чтобы они отправились в путь и присоединились к нам. Для чего? Перенесем к себе ковчег нашего Бога. Ведь пока правил Саул, мы не вопрошали Бога. В смысле? Вы же Божьи люди. Вы же Божий народ. В смысле? То есть вы вот так вот текли по течению, что ли? Друзья, что здесь написано? Давид возвращает присутствие Божье в Израиль. Другими словами, при Сауле не было этого присутствия Божьего в Израиле. Люди вообще не вопрошали Бога. Они делали то, что было по их силам, то, что они могли, на что они рассчитывали. Друзья, я хочу вам сказать, знаете, что делает кризис с нами? Кризис побуждает нас или заставляет нас всем сердцем прилепиться к Богу. Всем сердцем нуждаться в Боге. Когда у нас кризис, и нам не к кому бежать, мы бежим к кому? Мы бежим к Богу. Но эти ребята, которые вместе с Саулом жили, это была интересная каста. Сегодня такая же каста христиан существует. Это были люди, которые сами все могли без Бога. Слышите? Есть сегодня вот такая христианская каста. Они сами все могут без Бога. У них проблемы с финансами, они знают, как эти проблемы решить. У них проблемы с семьей, с детьми, они знают, как эти проблемы решить. Они, знаете, они как будто Бога уже просчитали на 12 шагов вперед, им Бог не нужен, они знают, что им Бог и так скажет. Они в Боге перестали нуждаться. Я надеюсь, ты не такой человек. Другими словами, когда мы читаем, например, в Новом Завете, там написано, что есть категория людей, которые, помните 24 главу Евангелия от Матфея, мы с вами говорили, что будет категория людей, в которых охладеет любовь. Они отступят от истины. В них охладеет любовь. Вот сегодня с этой кастой людей мы сталкиваемся постоянно. Это люди, которые такие околохристианские. Это люди, которые в них охладела любовь. Каким образом? Они перестали нуждаться в Боге. Они перестали Его искать. Они перестали по-настоящему делать что-то, какие-то усилия над собой, чтобы Бога было больше в моей жизни. Они перестали жертвовать чем-то, они перестали жертвовать даже просто вот элементарными вещами, которые они делали 10 или 5 лет назад. Они просто это перестали делать. Сегодня для них влом приходить хотя бы раз в неделю на собрание по воскресеньям. Уже никто не напрягает, не душит и не говорит: нам во вторник на домашку, в среду на спевку, в четверг на молитвенное, в пятницу на мужское, в субботу на женское. Никто их не душит, раз в неделю. Но им влом. Что-то случилось с этими людьми.
знаете, это люди, которые постоянно торгуются с Богом. Они как будто выпрашивают у Бога какие-то вот какие-то особенные свои собственные планы, свои собственные пути. Они говорят: Бог, ситуация такая, я в церкви не могу себе найти нормального там жениха. Можно я вот с этим? С неверующим. И потом где-то как-то они внутри своей головы получают какое-то собственное откровение. Им как бы Бог разрешает. Хотя в Библии четко написано, чтобы мы не связывали с неверующими свою жизнь, не подвергали себя этому игу рабства снова. Но им Бог разрешает. Потом этот человек договаривается с Богом, чтобы давать Богу, например, не 10%, не 20% десятинные приношения, а давать Богу 4%. Потому что, жизнь такая. Они договариваются с Богом. Почему им можно то, почему им можно это. Эти люди это люди, которые придумывают своего собственного Христа. И такое впечатление, что не они созданы по подобию Божию, они создают Бога по своему подобию. Не желающему жертвовать, не желающему где-то свое сердце в чем-то посвящать. Такие, знаете, вот ребята интересные. Каста целая, каста. Послание Малахии, 3 глава. Кто из вас помнит, если я вас сейчас спрошу, о чем 3 глава? Многие скажут о деньгах. Да, но в конце этой главы Бог предъявляет претензию своему народу. Какую? Напомните мне, кто читал эту главу полностью, до конца. За деньгами там есть предъява к Божьему народу. Что Бог говорит? Нет, дальше, не обкрадывайте дальше. Давайте посмотрим, не будем. Давайте посмотрим. Малахия, пророк, это последний пророк перед Евангелием от Матфея, если кто не знал. И вот здесь с 13 стиха написано так, 3 глава, 13 стих. «Вы произносили жестокие слова против меня, говорит Господь». Он обращается к своему народу. «Но вы говорите, что мы сказали против тебя? Вы говорили служение Богу тщетно». Что мы выгадали? Когда с Богом мы разговариваем, а мы же иногда такие. У нас все ради какой-то выгоды собственной. Что я с этого буду иметь? Что мне будет за это? Что я получу за это? Знаете, вот здесь их слова берет и напоминает им. Он говорит: вот что вы говорили, что мы выгадали, исполняя твои уставы и ходя со скорбными лицами пред Господом сил. Теперь мы считаем счастливыми гордецов. Злодеи не только преуспевают, но и остаются невредимыми, даже когда бросают вызов Богу. В то время боящиеся Господа говорили друг с другом. Господь внимал и слушал, и записывалась перед ним памятная книга. А те, кто боится Господа и размышляет о Его имени, они будут моими, говорит Господь сил, моим драгоценным достоянием в тот день, когда я буду действовать. Я пощажу их, как отец щадит сына, который ему служит. И тогда вы снова увидите разницу между праведником и злодеем, между тем, кто служит Богу, и тем, кто ему не служит. Друзья, когда мы ищем Бога в кризис, мы будем теми людьми, на ком Бог покажет разницу. И будет огромная разница между теми людьми, которые говорят о Боге, и которые сегодня сами своего Бога придумали, которые оказались неверны Богу, которые потеряли отношения с Богом. А таких людей, это целая, как я уже говорю, каста собралась. Такие околоцерковные, праздничные христиане или христиане дома сидящие, для которых церковь – это место несовершенных людей. Что я туда буду ходить? Любви у них нет, мудрости у них нет, силы Божьей в этой церкви нет, еще чего-то нет. И сам себе такой с усами, сами с усами. Библия говорит, что сам Бог покажет разницу в кризис, когда те, которые вопрошают к Богу, те, которые ищут Бога, они будут иметь ответ. А те, которые сами с усами, они, к сожалению, будут переживать большие потрясения в своей собственной жизни.
Знаете, друзья, когда я думал об этой теме кризиса, кризис должен прийти, и кризис будет приходить. Кризис будет в твоей жизни, в разных сферах. Стань как Давид. Пусть Давид нас учит сегодня одной истине. Когда плохо, тогда больше искать Бога. Когда что-то пошло не так, тогда больше взывать к Богу, тогда делать какие-то большие потуги в сторону Бога. Сегодня у нас такое время, мы не знаем, что будет завтра. Мы не знаем, куда все пойдет и где все остановится и как это все обернется. Но сегодня хорошее время для церкви искать лицо Его. Сегодня хорошее время не говорить, что почему все пошло не так, почему все идет не туда, почему все вот не то и все не так. Сегодня хорошее время нам искать Бога, вопрошать к Богу и спрашивать у Него, а что мне делать, Господь? Еще одно место Писания про Давида. Это 1 Царств, 30 глава, тоже с 1 стиха мы прочтем. Давид и его люди, 30 глава, с 1 стиха, добрались до Циклага на третий день. Амаликитяне совершили набег на Негев и на Циклаг. Они напали на Циклаг, сожгли его и взяли в плен женщин и всех, кто там был, от мала до велика. Они не убили никого из них, но увели их с собой. Когда Давид и его люди пришли в Циклаг, они увидели, что он уничтожен огнем, а их жены, сыновья и дочери взяты в плен. Давид и его люди громко плакали до тех пор, пока у них не осталось сил плакать. В плен были взяты и обе жены Давида, Ахинаам из Израиля и Авигаль, вдова Навала из Кармила. Давид был в большой тревоге, потому что народ сговаривался побить его камнями. Каждый горевал по своим детям. Очередная беда в жизни этого человека Божьего. Почему столько напасти выпало на его долю? Почему этот человек не мог жить так же спокойно, как все остальные цари до него или после него? Что не так? Знаете, мы по поводу себя иногда задаем подобные вещи. Мы иногда смотрим на жизнь каких-то людей и думаем, классно, у него все как по маслу. Захотел – получил, захотел – имеет. А у меня все через какую-то войну, у меня все через какую-то битву, у меня все через какие-то потуги. И вот здесь написано, Давид укрепился в Господе. Вот здесь 6 стих. Давид был в большой тревоге, потому что народ сговаривался побить его камнями. Каждый горевал по своим детям. Да что ж за народ-то такой его еще окружал? При чем тут Давид вообще? Вопрос. Потому что каждый горевал по своим детям. Давид поэтому крайний. Мы иногда горюем по каким-то вещам, поэтому церковь крайняя. Мы иногда горюем по каким-то вещам, поэтому всегда какого-то крайнего находим. И здесь написано, но Давид укрепился в Господе своем Боге. Хочу тебе сказать, укрепись в Господе своем Боге. Это перестать страшиться. Библия говорит, снаружи страхи огромные были, но он перестал страшиться. Он перестал думать, ой, а что будет? Ой, а как будет? Если вот они сейчас кинут в меня камни, выживу я или не выживу? Вот если бы вокруг не было камней, если бы мы жили в черноземном регионе, где камней нет, а вот здесь же вокруг камни. Знаете, он просто это не запускал в своем мышлении. Он просто укрепился. Что это значит? Это когда страхи к тебе приходят, ты говоришь во имя Иисуса Христа. Мне все равно, что ты там предлагаешь по поводу завтра, я знаю, что будет завтра. Завтра Бог будет больше благословлять меня, чем сегодня. Завтра будет ответов больше, чем сегодня. Это единственный настрой, который должен быть в моей голове. И дальше опять он говорит, Давид сказал священнику Авиафару, сыну Ахимелеха, принеси мне эфод. Авиафар принес. И Давид спросил Господа, гнаться ли мне за этим войском? Догоню ли я их? Гонись за ними, ответил Бог. Ты непременно догонишь и освободишь. Давид и с ним 600 человек пришли к реке Бессору, где некоторые остановились, потому что 200 человек... История заканчивается величайшей победой. Я просто не буду всю читать.
Величайшая победа. Все начинается с того, что идет все плохо. Что у тебя в жизни есть плохого сегодня? Дети? Может быть, деньги? Может быть, здоровье? Может быть, какие-то душевные терзания? Что у тебя есть? Кризис какой? Может быть, геополитика тебя окружающая? Может быть, экономика, которая сегодня валится, рушится все на глазах? Что? Какой кризис сегодня давит на тебя? Укрепись сегодня в Боге, укрепись сегодня в истине, укрепись сегодня Божьими обетованиями, укрепись сегодня, брат дорогой, встань твердо на эти слова, которые сказал Бог о тебе, начни его искать, пусть Бог покажет тебе свою стратегию. И в этом кризисе ты выйдешь, как этот человек Давид, победителем. Мало того, что вернешь свое, еще кучу добычи с собой принесешь. Слышите, друзья, я сегодня говорю вам слова очень простые, очень внятные. Это к тому, чтобы мы сегодня что-то начали делать. Я сегодня не рассказываю, есть абстрактные проповеди, а есть прикладные проповеди. Абстрактные – это когда красиво, когда прикольно, когда глубина вот такая. Там ты прям смотришь, дна в этой глубине нет. Ты говоришь, вау! Мураши по тебе прошлись табуном с одной стороны на другую перескочили. Знаешь, но это ни к чему тебя не подталкивает. Это ни к чему тебя не обязывает. А есть прикладное, это то, что я сегодня говорю вам. В кризис не надо плакать, не надо сегодня делать вот все, чтобы этот кризис усугубить. Это бесконечные истории про этот кризис слушать и смотреть. Сегодня в кризис укрепись в Боге своем. Приди к Нему и скажи, Бог, что мне делать? Бог, говорящий Бог, Он обязательно тебе начнет говорить. Вот этих людей оставь, вот эти пути оставь, вот этими путями пойди, вот эти вещи начни делать, эти вещи не делай. Это так классно, когда в самое трудное время, когда в самое непростое время ты можешь взывать к небесному Богу. И сегодня Его присутствие здесь, посреди нас. Сегодня мы, церковь, чем мы отличаемся от любой хорошей религиозной организации, которые могут быть здесь на земле? Тем, что здесь присутствие Божие. Здесь Бог хочет со мной разговаривать. Он хочет внутри меня, моего сердца, давать мне какие-то откровения, советы, наставления. Он хочет, чтобы я сегодня в трудное время еще больше приглашал Его в свою жизнь, и Он будет двигать мной. Знаете, я готовился к этому служению, я вспомнил одно интересное высказывание достаточно известной американской женщины. Это дочь Билли Грэма. И я прочитаю то, что написано об этой ситуации. Дочь известного проповедника Билли Грэма участвовала в ток-шоу, посвященном событиям 11 сентября 2001 года. Помните это? Башни-близнецы грохнулись. Ладно, если бы они просто грохнулись. Огромное количество жертв. И началась тогда война с терроризмом по всему миру. И вот здесь на вопрос ведущей Джейн Клейсон, как Бог мог позволить такому случиться? Ведущая этого ток-шоу задала этот вопрос. Анна Грэм дала очень глубокий, проницательный ответ. Она сказала, я верю, что Бог так же, как и мы, глубоко скорбит о том, что произошло. Но ведь мы годами выгоняли Бога из наших школ, из нашего правительства, из нашей жизни. И я думаю, что Бог, будучи джентльменом, просто отступил. Можем ли мы ожидать от Бога благословения и защиты, если мы при этом требуем, чтобы Он нас оставил? Давайте вспомним. По-моему, все началось, когда Мэдлин Мюррей О'Хара, она была убита, ее тело было найдено недавно, заявила, что в школе не место молитве, и мы сказали, хорошо. Потом кто-то сказал, что лучше бы в школе не читать Библию. Библию, в которой сказано, не убивай, не кради, возлюби ближнего твоего, как самого себя. И мы сказали, хорошо. Затем
Доктор Бенджамин Спок сказал, что нам не следует применять телесные наказания к нашим детям, когда они плохо себя ведут, потому что этим мы повредим их маленьким личностям. Мы можем испортить их чувство собственного достоинства. Хотя сын доктора Спока покончил жизнь самоубийством. И мы сказали, он специалист и знает, о чем говорит. И так мы сказали, хорошо. Потом кто-то сказал, что учителям и директорам нельзя наказывать наших детей. Администрации школ строго-настрого запретили своим преподавателям даже касаться провинившихся учеников, потому что им не нужна плохая реклама. И уж тем более они не хотят отвечать за это перед судом. Есть большая разница между наказанием и прикосновением, поркой, унижением, битьем и так далее. И мы сказали, хорошо. Затем кто-то сказал, давайте разрешим нашим дочерям делать аборты, если они этого хотят. Им даже не придется рассказывать родителям. И мы сказали, хорошо. Тогда какой-то мудрый член школьного совета сказал, мальчишки всегда будут мальчишками и всегда будут этим заниматься. Так что давайте дадим нашим сыновьям столько презервативов, сколько они хотят, чтобы они могли развлекаться как им угодно. А нам не придется рассказывать их родителям, что они получили их в школе. И мы сказали, хорошо. Потом кто-то из нами же выбранной верховной власти сказал, что неважно, что у нас в частной жизни, если мы хорошо делаем свою работу. И соглашаясь с этим, мы сказали, что нам не важно, кто, чем в частной жизни занимается, если у нас есть работа и с экономикой все в порядке. Тогда кто-то сказал, давайте печатать журналы с изображением обнаженных женщин и будем называть это здоровой, практической, высокой оценкой красоты женского тела. И мы сказали, хорошо. Это все речь этой женщины. Тогда некоторые пошли с этой высокой оценкой еще дальше и начали публиковать фотографии обнаженных детей, а затем еще дальше, поместив их в интернет. И мы сказали, хорошо, у них есть свобода слова. Затем индустрия развлечений сказала, давайте делать фильмы и телепрограммы, пропагандирующие насилие, богохульство и запрещенный секс. Сюда еще гомосексуализм можно добавить. И давайте записывать музыку, поощряющее употребление наркотиков, изнасилование, убийство, самоубийство и сатанизм. И мы сказали, это всего лишь развлечение. Негативного эффекта эта музыка не несет. Всерьез ее никто не воспринимает. Так что продолжайте в этом же духе. И теперь мы спрашиваем себя, почему у наших детей нет совести? Почему они не могут отличить плохое от хорошего? Почему они, не задумываясь, убивают незнакомцев, своих одноклассников и самих себя? Возможно, если мы всерьез и надолго задумаемся, то мы сможем в этом разобраться. Я думаю, что здесь дело в том, что ты посеешь, то и пожнешь. И один молодой человек написал, дорогой Господь, почему ты не спас маленькую девочку, убитую прямо у себя в классе? Искренне твой, беспокоящийся студент. Вот ответ. Дорогой беспокоящийся студент, меня не пускают в школы. Искренне твой Бог. Смешно, как людям легко избавляться от Бога, а потом удивляться, почему мир превращается в ад. Смешно, когда мы верим тому, что говорят газеты, и сомневаемся в том, что говорит Библия. Смешно, когда все хотят попасть на небеса, при этом не веря, не думая, не говоря и не делая ничего из того, о чем говорит Библия. Смешно, когда кто-то говорит, я верю в Бога, но сам следует за сатаной. Тоже, между прочим, верящего в Бога. Смешно, когда нам так легко судить и так трудно быть судимыми другими. Смешно, когда глупые шутки распространяются со скоростью света, но люди дважды подумают, поделиться ли с друзьями статусом или заметкой, в котором говорится о Боге. Смешно, когда все непристойное, грубое, похотливое и вульгарное спокойно находится в интернете. А в школе или на работе открытая дискуссия о Боге невозможна. Смешно, когда можно быть всеми руками за Христа по воскресеньям, но быть незаметным христианином всю остальную неделю. Вы еще не смеетесь? Спасибо, что ты еще с нами. Это была ее речь. Знаете, я сегодня думаю, ребят, во что мы превратили наше христианство? Когда я думаю о теплых христианах, когда я думаю о вещах, которые связаны с какой-то жертвой, которые связаны с каким-то радикализмом, настоящим библейским радикализмом, я смотрю, я не нахожу сегодня этого в церкви. Я не нахожу сегодня этого в церкви. Когда кризис, нам проще решать этот кризис своими собственными мозгами, нам проще решать это своими собственными силами. Мало кто взывает к Богу.
Когда вот сейчас вокруг разразился, и этот кризис только будет усугубляться, нам легче сегодня опустить руки и сказать, что все пошло не так, начать плакать, сожалеть, начать просто распространять всякие страхи. Знаете, как мало этого настоящего радикализма, когда дело касается решений, которые Бог ожидает от нас. Прими решение сегодня искать Бога завтра больше, чем ты искал Его вчера. Прими решение жертвовать для Бога больше, чем ты это делал до сегодняшнего дня. Друзья, церковь – это не место, где мы сегодня договариваемся и торгуемся с Богом. Церковь – это место, где Бог хочет нас учить одной вещи – слышать Его и делать те вещи, которые Он вкладывает в наше сердце. Церковь – это не место для тех людей, которые сами себе Христа придумали выдуманного Бога, который им все разрешает. Такие люди, они появляются раз в 3 месяца, смотрят за тобой, наблюдают за тем, как ты поклоняешься Богу и думают, фу, как они были тут сектантами, с зашкеренными мозгами, так и не остались. Эти люди продолжают сегодня жить в своем каком-то мирке, который они себе создали, отступив, глубоко уйдя от Бога. Понимаете, о чем я говорю сегодня? Знаете, в последнее время мое сердце просто разрывается от того, когда я вижу просто в христианстве вот эту теплость. Когда я вижу людей, которые когда-то для них пропустить собрание, это было чем-то из ряда вон выходящим. И сегодня они появляются раз в месяц. Когда ты понимаешь, что этого человека Бог спас, Бог столько сделал для его жизни, и этот человек сегодня рядится, дать ему копеечку Богу или не дать. Во что мы превратили сегодня христианскую церковь? Во что мы превратили сегодня христианское собрание? Во что мы превратили свою собственную жизнь? Реши сегодня, пойдешь ты за Христом, будешь ли ты служить Богу, или у тебя свои собственные боги, свой собственный Бог. Реши сегодня, хочешь ты на Его условиях следовать за Ним. Хочешь ли ты сегодня быть тем человеком, который пошел за Христом и пошел до конца, либо ты будешь человеком, который каждый раз идет на какие-то компромиссы и сам с собой договаривается. Печально. Я не хочу на этой ноте заканчивать. Знаете, глядя на этого прекрасного Божьего воина, прекрасного Божьего человека Давида, я одной вещи знаю, мы все можем научиться. Из розовощекого юноши с белыми кучеряшками, который совсем не похож на воина, Бог может сделать величайшего воина. Только тогда, когда ты просто встанешь перед Ним и скажешь: великий Бог, вот Он я, возьми мою жизнь и используй ее. И не будет уже у тебя вопросов, как я без своих игр компьютерных, как я выживу. У тебя уже не будет игр, как я выживу, если я вдруг удалю Инстаграм со своего телефона. Как я выживу? Если вдруг я не буду вот этими развлечениями или вот этими вещами пользоваться. Друзья, да это не те вещи, за которые нам стоит держаться. Некоторые люди сегодня торгуются с Богом, сколько ему сигарет в день скурить. Некоторые люди торгуются с Богом, а можно мне оставить хотя бы пивко мое любимое там по праздникам. Кто-то торгуется с Богом, а можно я буду всех любить, а вот этих вот определенную касту людей буду ненавидеть. Кто-то торгуется постоянно с Богом. Это не наш путь, это не наша схема. И знаете, если ты станешь сегодня человеком, который до конца посвятил себя Христу, пойдешь за Христом, я тебе могу сказать, на всей твоей жизни Бог покажет разницу. Он покажет славу свою на твоей жизни. И особенно на фоне тех людей, у которых придуманный Христос, которые просто живут своей собственной жизнью, притягивая просто Божие благословение на себя. На их фоне, тем более, на тебе будет показана огромная разница между любящими Бога и нелюбящими, между служащими Богу и неслужащими. На этом остановимся. Аминь.